расположены разные сита. И когда аппараты так трясутся из стороны в сторону, происходит очистка зерна. Это один из этапов переработки гречихи и производства гречки. Именно о ней сегодня и пойдет речь. Меня зовут Асем Хасемкоза. Вы смотрите программу Made in KZ. Мы находимся в Костанае на заводе компании Мибеко. Поехали! Образованная 16 лет назад компания оснащена современным оборудованием из Украины. Помимо гречки, предприятие также производит овсяные хлопья, манную крупу, горох, перловку, чечевицу. Для успешного выхода на зарубежные рынки и устранения коммерческих рисков компания сотрудничает с национальной компанией «Казахэкспорт». Предоставив предприятию услуги страхования, эта дочерняя организация холдинга «Байтерек» помогла компании безопасно построить торговые отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. Мы предоставили страховую защиту по кредитной линии ТО Мибеко, благодаря чему наш казахстанский экспортер смог увеличить закуп сырья и увеличить поставки своей продукции за рубеж. В том числе, благодаря «Казахэкспорт», подведомственной организации Министерства торговли и интеграции, компания отправляет половину производимой продукции за границу. Гречиха – это травянистое растение. Его зерно – бесценный продукт питания благодаря богатому витаминно-минеральному составу. Чтобы получить максимально качественный продукт, урожай обрабатывается с помощью специализированной техники в несколько этапов. Технология переработки гречихи – процесс длительный по времени и затратный по ресурсам. Подробнее о процессе. Гречиху на предприятие привозят из Костанайской, Акмолинской, Североказахстанской и Павлодарской областей. После взвешивания специалисты берут плоды гречихи на пробу. Это входящий контроль. Сырье проверяют на влажность, сорность, содержание ядра и пленчатость. Если все показатели в норме, зерно выгружают в завальную яму. При помощи ленточных транспортеров сырье перемещается на переработку, а точнее на многоэтапную очистку. Первым делом плоды гречихи попадают на сепаратор от сорных примесей, отделяются легкие загрязнения, в том числе шелуха, частицы соломы и других культур. После чего они попадают на камнеотборник, который отделяет твердые минеральные примеси. После этого очищенные от примесей плоды гречихи попадают в пропариватель. В нем в течение 5 минут при температуре 145 градусов они обрабатываются острым паром. За это время меняются физико-химические показатели зерна, улучшается сохраняемость и повышается стойкость готового продукта при хранении. Кроме того, плоды гречихи приобретают всем нам знакомый и привычный коричневый цвет. После этого плоды сушат паром. Эта машина принимает плоды в воронку с разделительными каналами и подвергает абразивному воздействию, вследствие чего от ядра отделяется лузга. Далее на таких танцующих машинах разделяется шелушенная и нешелушенная гречиха. Внутри этих танцующих кабинок расположены сито. Они также разделяют плоды на фракции разных размеров. Выделенное в рассевах очищенное зерно гречихи просеивают в аспираторах, и за счет продувки воздухом происходит выделение зерен пшеницы и других сорных семян удлиненной формы. На этом фотосепараторе происходит финишный этап очистки. Гречку упаковывают и отправляют на склад готовой продукции. В сутки здесь обрабатывают 55 тонн гречихи. На каждом этапе происходит проверка качества продукции. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Продукция компании пользуется широким спросом не только у нас в Казахстане, но и за рубежом. Предприятия отправляют продукцию, в том числе в Германию, Польшу, Латвию, Литву и Сербию. Качественно, надежно, безопасно и вкусно. Вот так производят у нас в Казахстане.